программа «Новый день». Катерина Винокурова, Иван Луцкан, дежурные эфира. Приветствуем вас. Сегодня 19 ноября, вторник на календаре. И вновь непривычная атмосфера, не наша студия, которая на национальной вещательной компании «Саха» находится, а мы находимся сейчас по адресу Лермонтова, 35/1. Это арт-галерея «Ургел». Почему мы здесь находимся, мы узнаем чуть позже, а пока немного о дне сегодняшнем. Итак, сегодня отмечается Международный мужской день. С праздником, Иван Петрович. Ой, неужели такой день есть? Также сегодня Всемирный день сантехника, представляешь? А также День работников стекольной промышленности. Еще весьма оригинальный праздник отмечается ежегодно 19 ноября, Всемирный день туалета. И это вовсе не розыгрыш, а совершенно необходимый праздник. Он служит человечеству, напоминает человечеству о том, что более 50% мирового населения либо не имеют, к сожалению, туалета дома, либо их туалет не оборудован соответствующе. Но, если честно, я подумал, что он напоминает о том, что каждое утро у человека начинается именно с туалета. Конечно. Да. Но, кроме этого, сегодня еще и день, связанный с кузнецом, потому что кузнечное дело – это одно из древнейших ремесел человека, более 1000 лет насчитывает истории. И День кузнеца ручной ковки сегодня достаточно значимый праздник, особенно в Якутии, потому что у нас в Якутии достаточно много кузнецов, которые являются народными мастерами. Ну а в народном календаре наступает день Павла Ледостава. Если на Павла выпадал снег, это предвещало снежную погоду. Безветренная погода говорила о том, что нужно ждать ближайших скорейших морозов. Некоторые предсказания делали, наблюдая за животными. Хозяева подмечали, если у лошадей в этот день хороший аппетит, то и зимой они болеть не будут. А если корова дает много молока, то хорошие удои будут как минимум до весны. Это Катерина так плавно подвела к прогнозу погоды. Прямо сейчас от нее слушаем. Итак, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 23, минус 27 градусов. Днем ожидается до минус 22-25 градусов. В Заречье утром минус 23, минус 33, днем минус 22, минус 30 градусов. В южных Улусах минус 26 утром, днем минус 24, минус 25. В Вилюйских минус 27, минус 38 утром, днем минус 27, минус 28. В Нижнеленских Улусах минус 30, минус 38, днем минус 31, минус 35. В западных Улусах минус 24, минус 37 утром, днем минус 22, минус 30. А в Колымо-Индигирских Улусах минус 11, минус 22 утром, днем минус 7, местами минус 20. В Янских Улусах минус 18, минус 26 утром, днем минус 18, минус 23. В северо-западных минус 26, минус 43 утром, днем ожидается до минус 24, минус 38 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 24 градуса. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Ветер западный. Днем в городе Якутске ожидается минус 23, минус 25 градусов. Ну а теперь пора открыть тайну, почему мы находимся именно здесь, в арт-галерее «Ургел» этим утром, потому что мы решили с утра посетить выставку «Гости», а точнее мы, получается, в гостях у художницы Екатерины Суржаниновой. Доброе утро, Катя. Доброе утро, Катя. Расскажи немного о той выставке, которую мы сегодня здесь видим. И что здесь представлено? Предлагаю немного ознакомиться с работой. Здесь представлено около 60 работ графических и живописных, которые я написала примерно за 3 года. Потом с 17 года занимаюсь масляной живописью, но более так серьезно. Это, получается, моя вторая выставка персональная, ну и она самая такая большая на данный момент, в которой я участвовала. Также были коллективные выставки. Вот давай пройдемся, покажешь, вот что это за работа, да? Вот, к примеру, вот эта девочка. Откуда вот этот образ?
Это образ чукотской девушки. Раньше у них была традиция татуирования лица, и также они татуировали себе руки и ноги. Ну и мне показалось, что это очень любопытно, как народ, который круглый год ходит в шкурах, татуирует места, которые не видны. То есть это был рисунок с какой-то фотографией или это какой-то образ был? Это был рисунок с фотографией. Приблизительно какой это век? Или это вот уже 20 век? Это где-то конец 19-го, начало 20 века. То есть, я так понимаю, в этом зале больше такой исторический экскурс в историю чукотского народа. Ну, не только чукотского, здесь можете увидеть также якутское, тунгусское. Хотя, вопрос? А сколько всего представлено картин на выставке? На выставке где-то около 60 работ. Ну, здесь представлена графика, в другом зале есть живопись. Также я презентовала вот на открытии торжественном 4 ноября фильм, который снимала на Колымском пленэре в этом году. А вот тематика работ, да, интересно. Вот здесь вот вы сказали, что выставлены работы в стиле графика, да? Ага. Так. Да, А да. еще на какие? Ну, мне нравится писать на тему северных народов, ну и вообще севера в целом. А тематика только портреты или нет? Я выезжаю на пленэры, то есть на природу, писать ее с натуры и пишу пейзажи. Ну вот образы, которые представлены здесь, я так понимаю, они тоже сделаны на основе фотографий. Не все. Но вот это, например, образ реки Амга. Это вот тот, который ты сама представила. Да. А вот что мы можем увидеть дальше? Дальше можете увидеть работы, сделанные в 2017 году. Ну, здесь в большинстве своем с пленэра в Мегино-Конгласском районе село Тумул. И также несколько работ, которые я написала в этом году. Вот, допустим, в стадо оленей на устье Колымы. Ну, здесь тоже Походская тундра, это получается тоже Нижнеколымский улус. Да? И вот как много времени уходит, чтобы написать эту картину? Ну, в среднем на этюд уходит около 4 часов. Нужно, конечно, писать быстрее, потому что погода меняется и свет. Ну, это примерно, да, 4 часа писала этюд. А вот здесь что представлено? Допустим, вот такой пейзаж интересный. Ну, это пейзаж был сделан по фотографии. Единственное, что я там заменила, это людей. Да, Представила. вот красиво так. Красиво так люди идут, собачка, вот следы, ну, как по-настоящему, да? В оригинале там были просто туристы. Ага. Так. А туристы также были экипированы? Нет. Это уже стилизация. А вот там вот в следующих залах что мы можем наблюдать? И, кстати, вот интересное название Аленмак. Вот с чем оно продиктовано? Аленмак – это рыбацкий участок на реке Пантелеиха, на притоке Колымы, в который мы приезжали каждое лето с дедушкой, с бабушкой, с мамой рыбачить, охотиться. Вот. Но в 2000 году я вынуждена была уехать из Черского, в котором родилась. Но все равно как бы грела в сердце надежду туда вернуться. И в этом году я туда И в приехала. этом году, кстати, тебе посчастливилось, да, съездить этим летом, да? Да, наконец-то я туда поехала и написала 13 картин. Вот, по-моему, как раз часть здесь и представлена, да? Да, большинство здесь представлено. Вот я узнаю этот пирс, потому что на Нижней Колыме я сам был не один раз. Да, и вот этот район я хорошо помню. А вот портреты чьи они? Портреты, которые были написаны с натуры на Колымском пленэре. Я ездила в село Колымское и также в районе Черского написала портреты людей, оленеводов бывших, народной мастерицы. А это портрет Лены Степановны уполномоченной. Да, вот, кстати, Лену Степановну я сразу узнал, она ныне уполномоченная по правам делам коренных и малочисленных народов. Замечательный портрет, который четко передает Лену Степановну. Да. По-моему. Катя, ну мы знаем, что ты состоишь в ассоциации, да, коренных малочисленных народов. Ну, я
так или иначе к ней отношусь, так как корни у меня северные, от северных народов. Поэтому я с ними давно знакома и, в общем, сотрудничаю. Но мы знаем, что активно проводятся мероприятия какие-то, да, и в ближайшее время тоже что-то вы готовите. Да, в декабре будет 30-летие Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Якутии. И мы собираемся проводить уже такую коллективную выставку, где будут собраны работы представителей коренных малочисленных народов Севера. Вот здесь представлены тоже портреты. Если, допустим, на пейзажу где-то уходит около 4 часов, то сколько приходится позировать людям? И вот сидят ли они вообще без движения на протяжении всего этого времени? Да, так или иначе им приходится сидеть, но на портрет, на небольшой портрет уходит где-то около 12 часов. А вот Анну Дмитриевну я писала, наверное, часов 15-18. О, ничего себе. Это весь день. Нет, это приходилось несколько дней подряд. Несколько подходов, заходов, да? Да, по 2-3 часа каждый день. А вот если вот в таком режиме работать, ничего не меняется, да, никак не отражается на картине. То есть человек может быть как-то выглядеть не так, да, на следующий день. Человек может не выспаться, может у него там морщинка одна прибавилась в конце концов. Вообще настроение, да, меняется. И может сказаться то, что в один день ты написала лицо, а в следующий день она немножко имеет другое выражение. Вот как раз здесь показывается тот фильм, в котором ты рассказываешь о путешествиях на Колыму, и кого бы ты хотела, возможно, поблагодарить, потому что я понимаю, что вы каждый день выезжали в отдаленные районы Нижнеколымского района, чтобы сделать какие-то моменты уловить. Да, я хотела бы поблагодарить вообще всех жителей Нижнеколымского района, потому что они все были очень гостеприимными и всячески помогали. Отдельное спасибо Вере Тырылгиной, которая пригласила меня в село Колымское. Ну и также всем остальным, кто так тепло принимал. Также они поделились рыбой, которая на торжественном открытии я поделилась с гостями. Куда без рыбы, да? Да, конечно. Без рыбы на Нижнем Колыме вообще никуда. Давай напомним, до какого числа будет проходить выставка, есть ли еще возможность жителям и гостям столицы посетить их? Выставка продлится до 22 ноября. Ну, тогда будет у нас лекция как раз по реконструкции якутского, представителя якутской знати 22 ноября в 4 часа дня. К Катерине мы еще вернемся, а пока давай проанонсируем нашу акцию. Да, у нас акция 75 лет победы. Фронтовые письма. Не забывайте, дорогие телезрители, отправлять либо нам на почту отсканированные документы ваших дедушек, бабушек, прадедушек, либо можете приносить оригиналы к нам в редакцию по адресу Орджоникидзе, 48, второй этаж, 201 кабинет. Так, и у нас есть еще интересный сюжет и новость. В городе Далянь 10 ноября в честь 90-летия Александра Николаевича Пахмутова, известного композитора, 70-летия со дня основания Китайской Народной Республики и установления дипломатических отношений между Россией и Китаем был организован званый ужин. Во время мероприятия Далянский хор исполнил на китайском языке знаменитую якутяночку Натальи Тропязниковой. Так сообщает Якутское Саха-информационное агентство. Как рассказал представитель Саха-диаспоры в Китае Мира Ушканова, Далянский хор русской песни состоит из 70 человек. У них есть сборник русских и советских песен на китайском языке. Вчера они исполнили песни великого композитора Александры Пахмутовой, который буквально недавно был юбилей, сообщила Мира Феновна. Помимо классических советских песен, гости мероприятия могли насладиться якутской композицией «Якутяночка», которую Ушканова перевела на китайский язык. Запись открывала и закрывала мероприятие. Отметим, что хор приезжал в село Майя Мегино-Кангаласского улуса в 2016 году на первый международный фестиваль «Зов земли» Аланхо. Давайте посмотрим небольшой отрывок.
чего начинается утро у нас? У нас утро начинается со студии, я хотела сказать, но, к сожалению, не всегда. Да. Хотя, может быть, и к сожалению, почему, к сожалению, с радостью. Да, ну вот лично у нас утро начинается, вот у меня в 4:30 утра, это подъем, потом, понятно, все процедуры, завтрак, самый ранний, наверное, и потом вот сегодня приехали сюда. А как вы думаете, как начинается утро у библиотекаря? Мне кажется, у каждой профессии утро начинается по-своему. Вот. Давайте посмотрим, как начинается утро у библиотекаря. После открытия смарт-библиотеки у нас в городе и личного знакомства с нашей героиней представление о работе библиотекаря, сводившееся к выдаче и приему книг от читателей, улетучилось вмиг. Энергичная Татьяна, бодро расставляя книги по полочкам, распределяя по классификациям, мгновенно заряжает и влюбляет. А перед вами как бы стою я, молодая, активная, энергичная. Я ломаю уже стереотип скучного серого библиотекаря. Сразу скажу честно, я не жаворонок, я больше сова. И мое типичное утро начинается в 7 утра. Просыпаюсь, и мое утро должно начаться обязательно с чашечки горячего кофе. Я человек ситуации, я человек практика. И как бы я следую принципу «будь что будет». В наш век цифровых технологий библиотечная сфера тоже идет в ногу со временем. Современные методы продвижения способствуют раскрытию самых неожиданных талантов. В отличие от старого, мы стараемся искать все новые формы, новые подходы, пропаганды, рекламы, можно сказать, продвижение чтения среди не только, получается, взрослого контингента, но в основном среди молодежи и для детей. Татьяна не только главный библиотекарь и идейный вдохновитель, но и немного дизайнер, и малость фотограф, и даже организатор мероприятий, которые проходят здесь самые разные и удивительные. Что ли, я могу, например, не читать неделями, месяцами, а потом уже начинаю читать захлеб ночами, могу спать всего по 2-3 часа. До Нового года я, например, хочу прочитать эту книгу «Сказать жизни», Когда работа любимая, тогда и день незаметно прилетает. И каждый рабочий день особенный. Вот такое нескучное утро в библиотеке. Читайте книги, господа. Дорогие наши телезрители, наши будущие читатели, я хочу вам пожелать, чтобы вы читали, заряжались, а также развивались. И желаю, чтобы этот ваш день прошел очень продуктивно. Мария Павлова, Олан Сысолятин. Новый день. В одной Якутск. из библиотек в Жатае. Жатайская городская библиотека мне открыла дверь и показала то, что там есть. Вот знаешь, и у меня создается уверенное уже мнение о том, что люди, которые работают в библиотеке, это всегда люди, преданные своей профессии, всегда подходят творчески к мероприятиям. Вот буквально они показали, на днях будет мероприятие, связанное с Конвенцией о правах ребенка, и они такие подготовили интересные буклеты для детей, пригласили их, хотят им рассказать. Вот, по-моему, завтра это мероприятие как раз пройдет в библиотеке. Вот надо же быть такими отзывчивыми людьми. Я вообще тоже думаю, профессия библиотекаря, она с каждым годом молодеет. Мы привыкли, в детстве представлять, что библиотекарь — это обязательно бабушка в очках. А вот какие у нас сегодня современные библиотеки? Насколько они оборудованы по-современному, по новым технологиям? Иван Петрович, как часто ты пользуешься электронными услугами? Я стараюсь ими пользоваться часто. Вот я не перестаю говорить о том, что я люблю проверять пенсионный счет. Очень удобная услуга. Зашел, там буквально за 1 минуту тебе вся информация, кто за тебя перечисляет средства, сколько ты там уже накопил. Это я все о пенсии мечтаю будущей. Когда она еще будет? Все-таки считаю дни просто. Я тоже недавно все-таки решила активно пользоваться электронными услугами. Нужно было поменять паспорт, и, знаешь, все очень действительно понятно, просто и быстро. А самое главное — экономия времени. 18 лет надо... в 20 лет паспорт меняют. У тебя же недавно было день рождения. Да, 20-летие как раз-таки. Смотрим рубрику «Мои документы».
Часто случается, что в силу различных обстоятельств, например, загруженности на работе или повседневной суете, мы забываем вовремя оформить те или иные документы. К примеру, взять разрешение на строительство или оформить загранпаспорт для всей семьи к отпуску. Вспоминаем об этом лишь тогда, когда остается совсем мало времени до покупки билетов. После этого начинаются наиболее оптимальные поиски оформления той или иной услуги. К сожалению, не все знают, что гораздо быстрее услуги можно оформить в электронной форме. Так, например, справку об отсутствии судимости в электронной форме на портале госуслуг можно получить всего в течение 2 недель, в то время как на бумажной форме услуга оформляется целый месяц. Также и по ряду социальных выплат. Единовременное пособие на первого ребенка можно оформить всего за 8 дней на портале e-yakutia.ru. Кроме этого, прописку можно получить на портале госуслуг всего за 3 дня. В настоящее время существует множество видов мер социальной поддержки, которые полагаются семьям с детьми. Зачастую за их разновидности и сложности определения жизненной ситуации гражданам трудно разобраться и определить, на какие меры поддержки они могут претендовать. Например, пособие, которое полагается семьям с 3 детьми, не могут получить семьи, у которых есть 2 детей. Также граждане, у которых родился первый ребенок, могут претендовать на определенные виды пособий, только если ребенок родился после 1 января 2019 года. В помощь гражданам на портале государственных муниципальных услуг Республики Саха-Якутия e-yakutia.ru был разработан сервис, который позволит им рассчитать, какие меры поддержки они могут получить, а также посмотреть их размеры. Данный сервис в настоящее время работает на новой версии портала beta-e-yakutia.ru. Также сервис можно найти, просканировав QR-код на экране и оформить его с помощью телефона. Таким образом, оформив простую анкету, заявители смогут ознакомиться с мерами, которые полагаются им в их жизненной ситуации. Экономьте свое время, оформляйте услуги электронно. В Якутии завершился социальный проект «Читающая семья. Читающая нация». На днях подвели итоги конкурса в рамках форума «Женщины Долина Туймада». Вот удавалось во многих социальных сетях читать информацию об этом и делились интересными событиями, которые проходили непосредственно там. Целью проекта была популяризация детского и семейного чтения. Далее на материале Натальи Колесовой. Семья Баишевых много времени проводит за чтением книг. Как признаются мамы семьи, любовь к чтению им привили с детства. Поэтому, когда узнали, что проводится семейный конкурс «Читаем Пушкина», сразу же решили принять участие. По условиям конкурса надо было отправить видеоролик с продолжительностью 3 минуты. И им на подготовку ушла неделя. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как звери нас завоет, то заплачет, как дитя. Читать мы любим. Мне кажется, в каждой семье, начиная от маленьких детей, приучают к любви к чтению, к книгам. И что дает чтение, да? Оно дает возможность больше размышлять, развивается фантазия. Конкурс семейного чтения проводится во 2-й раз в рамках социального проекта «Читающая семья. Читающая нация». По словам организаторов, поступило очень много работ со всех уголков республики. Участники со всей республики отправляют нам видеоролики с декламацией произведений не более 3 минут на русском или на якутском языках на выбор. В прошлом году поступило очень много заявок со всей республики. Участвовали от мала до велика. Самым младшим участникам было 11 месяцев, а самой старшей участнице 93 года. Как отмечают организаторы, такие конкурсы популяризируют семейное и детское чтение. А читающих в Якутии становится больше, ведь недавно республика вошла в 3 лидеров самого читающего региона. Когда есть время, пытаюсь читать, а так последнее из якутских Егоров Виталий. Читаю книги по ядерной физике, и в основном про науку. В последний раз я читала в жанре детектив, это мой любимый жанр, и еще исторический жанр, это интересно, потому что это все как бы на реальных событиях. И
там достоверные факты. И еще из художественной литературы тоже имеет свою ценность и место быть. А в этом году 6 ноября стартовал конкурс «Читаем Попова», приуроченный к круглой дате якутского поэта Леонида Андреевича Попова. Видеоролики принимаются до 6 декабря. Наталья Колесова, Уолан Цесалятин. Новый день. Очень важно сегодня сохранить равновесие между общением с гаджетами и живым общением с ребенком. Подробности в следующем сюжете. Ребенок. Его поведение и мотивация – отражение его семьи и взрослых. Что вложишь в малыша сейчас, то и даст свои крепкие ростки на дальнейшее. В детском садике «Березка» к современным технологиям относятся с уважением. Уже в младших группах ребятишки получают первые знания, а старшие с огромным удовольствием постигают самые азы программирования. Уже со второй младшей группы у нас уже вводится в нашем детском саду STEM-образование. Это называется технология STEM-образования. Она сейчас очень широко используется не только среди школьников, но и среди дошкольников. И она помогает развивать логическое мышление, обобщение, синтез, анализ. Все это развивается у ребенка. Опять же, первым занятием было чтение сказки, как раньше. И надо отметить, что и там внимание детей было большим. Не просто внимание, но и анализ прочитанного. Разговаривая с ребятишками после занятий, убедились, оба им интересны. Что ты узнаешь из них? Что нужно быть добровольным, что нужно быть хорошим. Нельзя быть злым. Вот сейчас была сказка про коня и про маленького, не маленького, конечно, а большого, а мальчик кинул хлеб в коня. Какое занятие тебе понравилось больше? Мне понравилось оба. Потому что оба занятия интересные и полезные. Тебе какое занятие понравилось сегодня больше? Все. Именно чтение. Умение слушать и принимать бесценное свойство. И хорошо, если поддерживается оно не только в садике, но и дома. Не секрет, что часто ребенок большее время проводит именно с гаджетами. Там игры, любые мультики, и именно так постепенно теряются самые добрые навыки общения. Ведь телефон или планшет не могут объяснить ему, что лежит в сути сказки, где грань между добром и плохим поступком. Больше бы посоветовала развивать не только логическое мышление, но и речь. Потому что со всеми этими планшетами, телефонами, гаджетами ребенок очень хорошо ориентируется, но речь зато страдает. Больше разговаривать, больше играть со словом. Разные игры, да? Сегодня и нам, родителям, стоит задуматься о равновесии и, развивая стремление к последним словам технологий, не забывать о огромной силе обычного слова. Когда я ложусь спать, мама мне читает иногда сказки, я засыпаю под них. Какие тебе сказки нравятся? Что? Любые там. Елена Фаст, Алекминск. Здравствуйте, в эфире новости, в студии Андрей Погорелов с информацией к началу дня. Ленскому мосту быть, об этом в своем аккаунте в соцсетях заявил глава Якутии Айсен Николаев. Напомним, ранее Владимир Путин поручил правительству представить предложение по проекту моста через реку Лену. Айсен Николаев сообщил, цитата: «Я имею возможность лично донести свои мысли и предложения о строительстве Ленского моста нашему президенту. За прошедший год проделана большая работа. На сегодня проект организации строительства моста готов. Есть поддержка федеральных министерств, определен вариант прохождения трассы, проведены переговоры с потенциальными инвесторами. От имени всего народа Якутии благодарю президента за принятое решение». Конец цитаты.
Конечно же, то, что на сегодняшний день огромная территория Якутии, она находится вне зоны круглогодичного дорожного сообщения, вот в осенний период, весенний период, это уже абсолютно серьезный тормоз для социально-экономического развития республики. И, конечно же, этот мост нужен не только городу Якутску, он на самом деле нужен и всей Западной Якутии. Это на самом деле связующее звено между федеральными дорогами Лена, Колыма, Вилюй. И уверен, что и для президента этот аргумент тоже был очень важен, что как раз впервые в истории у нас от Мирного до Магадана в случае строительства Ленского моста, в случае строительства вот мостов через Вилюй и через Алдан мы сможем получить круглогодичное дорожное движение, ну и с возможностью потом уже выхода от Мирного на Иркутскую область. В этом случае впервые страна получит вот такой выход на Тихий океан, не вдоль южной границы страны вот, российско-китайской, а уже достаточно вот по, скажем так, называемому северному широтному ходу. Новость о том, что президент страны согласовал строительство моста через Лену, в Якутии встретили с большой радостью. Мэр города Якутска Сардана Аксентьева выразила благодарность главе государства и руководителю региона за принятое решение. Не остались в стороне и жители Якутска. Несмотря на рабочий день, они вышли на Комсомольскую площадь на автопробег в честь поддержки Владимиром Путиным строительства моста. После автопробега якутяне собрались в спорткомплексе «Триумф» на праздничный Масохи, который был инициирован после радостной новости. В Якутии начали открывать участки автоземников. На федеральной автомобильной дороге А-331 Вилюй планируется устройство 4 ледовых переправ через реку Вилюй, а также устройство ледового автоземника через реку Лену и ледовой переправы через реку Алдан на федеральной автомобильной дороге Р-504 Колыма. В настоящее время дорожниками ведутся работы по устройству ледовых переправ и подходов к ним. Исходя из погодных условий и фактического состояния ледовых переправ, сроки могут быть скорректированы. Между тем, уже в 2 районах Якутии открыты участки автоземников. В Момском для машин до 20 тонн открыто движение на участке Брустах-Сасыр. В Верхоянском районе на участке Батагай-Черемче-Сайды грузоподъемность увеличена до 10 тонн. Кроме того, открыта автомобильная дорога Лючинская на участке от 510 километра автодороги Вилюй-Мукучи. Уже сегодня, по данным пресс-службы регионального Минтранса, планируется открытие автоземника Кобей на участке Асыма-Тюгуена для машин массой до 5 тонн. В годы войны он воодушевлял многих якутян. В этом году общественность республики отмечает столетие писателя, воина, поэта, журналиста, участника Великой Отечественной войны Тимофея Сметанина. Тимофей Егорович родился в 1919 году, 25 ноября в поселке Кобяй. Пошел учиться в школу, когда ему было 11 лет. Талант поэта у него проявился с молодых лет, и он начал писать стихотворения в литературном кружке. Ушел из жизни Тимофей Сметанин в 1947 году. В честь юбилейной даты в поселке Сите прошли открытые уроки, пионерский сбор, классный час, возложение цветов к его обелиску и праздничный концерт. Празднование этой замечательной даты в Улусе, республике, в наследях нашего Улуса проводятся очень содержательные, уникальные мероприятия. Что отрадно, в 1938 году Тимофей Сметанин работал пионер-вожатым в нашем сетинском наследии. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Сегодня 19 ноября, вторник на календаре. Да, мы продолжаем вещать из арт-галереи «Ургел», потому что здесь проходит выставка «Ален Мак» художницы Екатерины Суржаниновой. Она была гостем нашей студии, мы еще к ней чуть позже вернемся, а пока сюжет. Утро весь день строит, если потеряешь час утром, будешь бегать за ним весь день. Вот такие поговорки обычно предрекают любое утро. Так как же сделать, чтобы начало нового дня было всегда прочная основа для предстоящего, да еще и вдохновило на новые свершения? Об этом лучше всех, наверное, знают студенты.
Будучи десятиклассником, Вячеслав Штейнингер приехал на конференцию в Москву и влюбился в этот город с первого взгляда. С того дня идея покорить Первопрестольную преследовала юношу. Окончив школу, Вячеслав, не задумываясь, переехал в столицу. Сейчас молодой человек в одном шаге от получения диплома горного инженера. Я знал, что я буду учиться на специалитете, это 5,5 лет, это не как бакалавриат. И, наверное, первые 2-3 курса это было тяжело, а потом, наверное, ты уже привыкаешь ко всему, у тебя уже в голове порядок, что нужно делать все в первую очередь, все домашние задания, а потом уже отдыхать и не сдавать все в последний момент. Это очень помогает и экономит время. Сложнее всего это проснуться сразу и не тратить время, лежа в постели, дремля. Помогает мне проснуться и сделать зарядку, например, подтянуться хорошенько или пойти сразу умыться. Это хорошо может тебя взбодрить и разбудить. А вот у его соседа по комнате, якутянина и также будущего горного инженера Давида Захарова, утро начинается немного по-другому. Для меня утро это в первую очередь надо проснуться сначала. Проснуться, потянуться, встать, умыться, почистить зубы и пойти на пары. Как пройдет день, зависит, наверное, только от меня, от моего настроения. Настроение почти всегда хорошее, поэтому дни тоже проходят хорошо. Но каждый из ребят убежден, что полезный завтрак всему голова. К примеру, Слава предпочитает трапезничать овсяной кашей с фруктами. Когда я стою, жду, когда мне, допустим, что закипит, открываю окошко, хороший такой морозный воздух помогает охладиться. Посмотреть, как на улице дела обстоят. Обычно часов 8, здесь очень много машин, люди едут на работу, и ты смотришь, как за этим наблюдаешь. На самом деле ты понимаешь, вот жизнь кипит, люди идут, и ты понимаешь, что ты идешь в верном направлении. Правильно говорят, что жизнь в большом городе – это всегда испытание, но вместе с тем и возможности. И нужно достойно принимать все удары и поцелуи судьбы. Ну а хорошее и доброе начало дня никто не отменял, ведь оно позволяет провести весь день на позитиве. А там, где улыбка, там и успех. Надо относиться к жизни проще. Ни о чем особо так, не напрягаться, не думать, и тогда всегда все будет хорошо. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва. Специально для нового дня. Спасибо большое коллегам за интересный сюжет. Мы продолжаем. Вот сейчас, наверное, все будущие абитуриенты, ныне предстоящие выпускники школ, озадачились таким вопросом: как сдать ЕГЭ и желательно на самый максимальный балл, и мало того еще какой выбрать единый государственный экзамен для того, чтобы их сдать. И мы пригласили к нам в нашу импровизированную студию в арт-галерее Ургел ребят, которые могут похвастаться результатами сдачи ЕГЭ. Они сдали некоторые на 100 баллов, на 90. Это Кристиан Куприянов, он ныне студент Северо-Восточного федерального университета, юридический факультет. Доброе утро. И Дмитрий Сакердонов, он преподаватель образовательного центра, который они вместе организовали. Доброе утро. Ага. Ну вот, собственно, о центре, да, планируются бесплатные курсы, встречи с будущими выпускниками, да? Ага. В каком это виде будет проходить? Мы планируем провести в точке кипения на следующей неделе серию бесплатных мастер-классов по всем предметам, где ребята, которые в свое время сами сдали ЕГЭ и ОГЭ на максимальные баллы, поделятся своими секретами, лайфхаками, как выстроить вот эту вот систему, да, куда поступать, психологическая поддержка и все многое другое они могут узнать от первых уст тех ребят, которые прошли в свое время. Например, в свое время я сдал английский на 90 баллов, 98 баллов точнее, русский на 98 баллов тоже и историю на 100 баллов. Вот, и я бы с этим поделился бы всем. А вот что касается сообщества, сколько человек входит, да, кто? У нас, получается, в нашем образовательном центре есть преподаватели по таким предметам, как математика, русский язык, история обществознания, русский язык и английский язык. Итого 6 человек, да? 6 человек. А вы в каком году заканчивали сами? В 2017 году мы вместе с Кристианом. Да, тоже в 2017 году закончили. У нас интересный факт, все преподаватели, они закончили в 2017 году.
Что касается вот ежегодно все-таки задания, они же меняются, да? Ага, вы тоже погружаетесь, вот ежегодно изучаете, да, наверное? Есть такая тенденция современная, то что в экзаменах по ЕГЭ и ЕГЭ появляются задания по устной части, то есть произошел переход от письменной части к устной части, и сейчас все больше появляется заданий устные, это такие как пересказ, чтение вслух, диалог и монолог. А встречи в каком плане будут проходить? Индивидуально, общие? Встреча будет для всех желающих. Планируется это то, что будет так, что будет молодой преподаватель, и все желающие по записи придут и как раз-таки послушают. Да? Мастер-класс он будет длиться где-то 1,5 часа, и где будут рассказана именно и психологическая часть, о выборе в вузах, о секретах подготовки, типичных ошибках, и как раз-таки разбор некоторых заданий будет, да? И ребята как раз-таки все это могут спросить, задать, да, например, интересно было бы поговорить со 100-бальником, да, который вот в свое время это сам прошел, как это было выстроить систему подготовки. В свое время я тоже разговаривал со 100-бальниками, выиграл конкурс и поехал в Рособорнадзор и поговорил со 100-бальником. Это меня очень сильно замотивировало. Я тоже, можно сказать, благодаря этому узнал лайфхаки и сдал на хорошо ЕГЭ. А вот, может быть, как-то записаться можно на ваши курсы, может, какой-то есть телефон или, может, где-то... Да, как раз таки мы идем, у нас запись идет по номеру телефона, да, вот этот вот номер телефона 8924 76, еще раз 76 904. Вот если вы по этому номеру напишите в WhatsApp, да, или позвоните, мы как раз таки запишем вас на бесплатные мастер-классы. Также будет у нас информационное сообщение, также вот можете ждать. Ну, в основном по WhatsApp, через Instagram у нас идет такая рассылка. Спасибо большое, ребята, за то, что рассказали. И кому интересно, вы можете посмотреть повтор этого сюжета на YouTube-канале и записаться на ЕГЭ. Так, мы продолжаем общаться с Кристианом и с Дмитрием. Молодые люди, ну какие чаще всего встречаются сегодня все-таки ошибки, да, у тех, кто сдает ЕГЭ? В основном ошибки бывают по невнимательности, и ошибки как раз-таки связанные с тем, что не понимают смысл задания, неправильно его читают. Да? И, допустим, при переносе ответа тоже бывают такие вот ошибки. И ошибки типичные для каждого предмета, например, по английскому языку кто-то, может, точку не поставил или еще что-то. Ну, такие вот технические ошибки при оформлении тоже могут быть. Вот. А вот вы говорили, что есть своеобразные лайфхаки, может быть, каким-то поделитесь сейчас с нами? С каким лайфхаком можно поделиться? Ну, лайфхаки, они, конечно, допустим, можно сказать... Такая вот мнемотехника есть, запоминать определенные исторические даты, привязав к определенному какой-то сильный образ в голове создать, и к этому образу, допустим, привязать каких-то людей. Например, это может быть кошель, да, кошель это как раз-таки, кошелек, обычные деньги. И мы сразу можем вспомнить, допустим, такого правителя, как Иван Калита, да, потому что Калита по-древнерусски означает кошель. И как раз-таки очень много событий можно связаны с этим, да, что Русь очень, допустим, стала богатой, да, потому что он получил право сбора дани самолично, да, уже баскаки перестали собирать дань. Вот, может, Дмитрий тоже знает какие-то лайфхаки? Да, интересно. Какие лайфхаки можно... Честно, даже сейчас... Главное, чтобы это не шпаргалки были, да, там в ручку что-нибудь засунул, да, там мелким шрифтом формулу написал. Бывает же такое? Ты, Катя, как сдавала ЕГЭ-то? Ты же недавно его сдавала, школу уже закончила. Ой, я промолчу, как я сдавала ЕГЭ. На самом деле я вспоминаю с ужасом эти времена, и слава богу, они прошли, и надеюсь, больше мне не придется. Не, на мне-то эксперимент ставили. Я тогда еще вот самый первый класс был, который сдавал ЕГЭ, и всего 4 школы по Якутску его сдавали. Вот я был тем выпускником, который вот первый раз писал его. Еще в стране-то не знали, что такое ЕГЭ. А вот, может быть, есть какие-то плюсы и минусы в подготовке непосредственно ребят? Вот что бы вы могли посоветовать?
Ну, конечно, это творческий подход. Например, на наших занятиях мы стараемся использовать игровой метод. Например, по русскому языку я проводил такое занятие, как квест. Дети, получается, искали листочки, они, получается, использование игрового метода очень полезно в том плане, что информация лучше усваивается. Ну, давайте еще раз напомним, когда начнутся, да, мастер-классы, и где? Мастер-классы у нас будут проходить в IT-парке. Мы вот планируем в точке кипения вот на следующей неделе, и вы можете записаться по номеру телефона, да, вот написав в WhatsApp или позвонив, да, этот номер телефона 8924 76 76, еще раз, 904. Вот, как раз таки мы будем всех ждать, да, и хотелось бы сказать, что инвестируя сейчас в свое образование, вы инвестируете в свое успешное будущее. Ребята, огромное вам спасибо за участие в нашей программе, успехов вам дальнейших, удачи. Да, мне хочется пожелать всем нашим выпускникам в конце концов определиться в том едином государственном экзамене. Ну, а как готовиться, если не определился? Да, те экзамены, которые вы будете сдавать, ну и чтобы вам летом повезло, и вы сдали их на максимальный балл. Я думаю, ребята тоже помогут определиться. Ребята помогут. Да. Сейчас немножко поговорим о погоде. Катя, тебе слово. Итак, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 23, минус 27 градусов. Днем ожидается минус 22, минус 25. В Заречье утром минус 23, минус 33. Днем минус 22, минус 30 градусов. В южных Улусах утром минус 26, днем минус 24, минус 25 градусов. В Вилюйских минус 27, минус 38 утром, днем минус 27, минус 28 градусов. В Нижнеленских Улусах минус 30, минус 38 утром, днем минус 31, минус 35. В западных минус 24, минус 37 утром, днем минус 22, минус 30. В Колымендигирских Улусах минус 11, минус 22 утром, днем минус 7, минус 20. В Янских Улусах минус 18, минус 26 утром, днем минус 18, минус 23 градуса. В северо-западных минус 26, минус 43 утром, днем минус 24, минус 38. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 24 градуса. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер западный. Днем в городе Якутске ожидается минус 23, минус 25 градусов. Спасибо большое, Катя, порадовала. Действительно, пока еще тепло в Якутске, ниже 30 пока никак отпуститься не может. Ты говоришь, как будто я составляю погоду. Нет, ты просто создаешь атмосферу тепла, как здесь, так и вообще в Якутске. Я очень стараюсь. Молодец. Но хочу тебя огорчить, так же, как и жителей Якутска. Мороз скоро придет, зима вступит в свои права, и уже в субботу синоптики обещают, что столбик термометра спустится ниже минус 30 градусов. Итак, сборная команда Якутии добилась исторического максимума. Впервые по итогам первенства страны якутская команда завоевала 2 медали, причем обе высшие пробы. Напомним, в первый день первенства в Красноярске в весовой категории до 48 килограмм победительницей турнира стала Инна Моисеева, а в третий день первенства на высшую ступеньку пьедестала поднялась еще одна представительница из Якутии – это Юлия Аман. В казахстанском городе Тараз завершился 8-й международный турнир памяти Динмухамеда Кунаева в традиционных соревнованиях, где принимали участие борцы многих стран. Отличились якутские борцы, обладатели серебряных медалей стали Айтал Захаров в весовой категории до 61 килограмма и Револий Самсонов в весе до 70 килограмм. Еще одной награды, но только бронзового достоинства, удостоился Петр Константинов. Он был в весе до 57 килограмм. А серебро на чемпионате России по боксу завоевали в финал весовой категории до 52 килограммов между лидером якутского бокса, двукратным чемпионом Европы Василием Егоровым и обладателем 2 медалей чемпионатов России из Дагестана
Казахстана Расулом Салиевым завершился раздельным решением судей в пользу последнего. Но все же надежды на попадание в олимпийскую сборную России еще не потеряны, а в феврале сборная проведет отдельный турнир для всех призеров чемпионата страны в Самаре. 15-18 ноября в городе Горно-Алтайске прошел международный турнир по интеллектуальным играм «Алтай-Шатра», «Тагыс Кумалак» и «Мангала». В этих соревнованиях приняли участие и спортсмены из нашей республики, которые вылетели на турнир во главе с тренером-инструктором по национальным настольным играм Надеждой Белолюбской. В копилке сборной 1 золотая, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей. Мы Молодцы наши спортсмены. поздравляем всех наших спортсменов и гордимся ими. Молодцы. Но гордимся мы не только нашими спортсменами, но и гордимся нашими ребятами молодыми, которые активно занимаются наукой, и у них есть уже определенные достижения. В нашем следующем сюжете речь пойдет об Андрее Петрове. Он ученик 11 класса физико-технического лицея имени Ларионова. Чем он занимается, узнаем прямо сейчас. Ну, здесь на столе сейчас стоят несколько наших проектов школьных. Получается, самый первый и самый такой наш долгосрочный — это Консац. Это небольшой метеозон, который запускается на ракете на высоту до 2 километров. Вот здесь стоят разные датчики, например, там барометр, термометры, вот такие вот вещи. Ну и он получается полностью автономный. То есть он запускается на ракете, начинает какую-то научную нагрузку, научные данные на Землю передавать, ну и в процессе там, получается, летит. Вот у него здесь есть парашют, вот он включается, прекрасно работает. Именно спутник уже у нас, метеозонд, летал на соревнованиях вот в этом году, ну и наша команда там успешно выступила. Ну и получается, я для него разработал программное обеспечение. Также здесь стоит макет спутника CubeSat, то есть уже настоящего космического спутника, который мы сейчас разрабатываем. Он, получается, имитирует все бортовые системы настоящего спутника, то есть здесь аккумуляторная батарея, солнечные панели, антенная система есть, то есть все, что нужно, получается. Вот, тоже он прекрасно работает, там все включается, моргает лампочка. Ну и получается, где-то через год мы планируем уже запустить настоящий спутник, вот созданный примерно вот на основе вот этого. Ну и еще один проект наш, это вот такая вот система наведения. Здесь закреплена антенна, и получается, по данным вот с этого спутника или вообще с любого другого можно навести эту антенну на какую-то точку в небе. То есть, например, вот эту вот систему связки с компьютером можно использовать для отслеживания каких-то, там, не знаю, космических объектов или спутников. Ну и вот мы ее разработали изначально как раз для Консата, чтобы с него получать данные, чтобы антенна наводилась сама. Ну и еще у нас такие есть проекты поменьше, то есть всякие там программные продукты. Так, над спутником, вот над этим вот мы работали около года. То есть разработка кода, там, схемотехники, вот это вот все, потом сборка. То есть это около года у нас заняло. У нас это у кого? Я работаю в команде с Антоном Анатолием и Тимуром Ларионовым. То есть Анатолий у нас за наземную инфраструктуру отвечал, а Тимур именно за сборку вот всего железного. Мы в Актемцах, то есть в Ленском крае, запускали вот этот спутник на ракете тоже. То есть получается имитация условий соревнований. И оно полностью работает? Оно полностью работает, да. Ну да, ну еще он будет дорабатываться, конечно, но пока что он в таком состоянии, то есть полностью рабочий. И какие у вас планы в будущем? Ну, для начала мы хотели бы запустить спутник настоящий, то есть в космос уже. Вот мы сейчас этим занимаемся. Ну и дальше участвовать, конечно, в соревнованиях в МГУ. Там уже после поступления, может, что-нибудь посерьезнее сделаем. Ну и пока вот. Ну а мы продолжаем наш эфир из арт-галереи «Ургел», где проходит персональная выставка Екатерины Суржаниновой. Катя, ты можешь пригласить всех на твою выставку. Я уже говорила, выставку продлили до 22 ноября, поэтому всех желающих приглашаю в арт-галерею «Ургел». Да, выставка называется «Ален Мак». Нам очень понравилось, и камера никогда не передаст ту красоту, которая описана на этих картинах. Поэтому приходите, будет весьма интересно. Ну а мы с вами прощаемся. Завтра, не знаю даже откуда мы будем выходить, пусть это останется сюрпризом. Отличного дня вам, хорошего настроения, отличного начала и завершения нового дня.